Добрый вечер, уважаемые горожане. По подготовке к прохождению безопасного паводка. Ведем в штатном режиме, начиная с 22 апреля, в режиме повышенной готовности. На данный момент у нас ожидается подъем воды до отметки 780 сантиметров, что ниже опасной критической отметки, которые начинаются с 827 сантиметров. Поэтому в этом году мы ожидаем прохождения паводка без критических последствий. Однако ведем все подготовительные работы, начиная с работы по развертыванию пункта временного размещения, отгону скота, оповещению населения, подготовке всего необходимого резерва, сыпучих, инертных материалов, материально-технических ценностей, которые необходимы будут в случае эвакуации населения. В целом, ближе к 14, 15, 16 мая перейдем на круглосуточный режим наблюдения. Все работы будут традиционно, как из года в год проводим, мы вести. По подготовке города к Дети Азии. На текущий момент у нас ведутся большая работа по ремонту в рамках объектов, которые подведомственны Министерству спорта. Практически на всех крупных объектах территории города Якутска ведется капитальный ремонт по подготовке этих объектов к проведению игр. Помимо этого ведется работа по ремонту зданий детско-юношеских спортивных школ. На 9 объектах идет работа. А также мы ведем строительство новых объектов. У нас сегодня идет строительство на улице Ильминской объекта многофункционального спортивного зала, который будет введен к 30 мая. Сегодня процент готовности составляет более 80%. В рамках подготовки и проведения в городе игр Дети Азии мы большой объем работ планируем по благоустройству. В целом, у нас по благоустройству большой объем работы будет связан с восстановлением улично-дорожной сети. Это в рамках ямочного ремонта. Так, до 15 июня мы планируем провести ямочный ремонт на 25 тысячах квадратных метров улично-дорожной сети. Это сравнимо с объемом, который проводился раньше в течение всего летнего периода. Для того, чтобы успеть эти работы, мы привлекли 9 бригад. Это будет порядка 100 дорожных рабочих с применением 30 единиц техники. Если вы можете заметить, что сегодня уже работы ведутся, мы начали с апреля месяца, с конца апреля месяца уже первые участки асфальтировать. Сегодня, после окончания прямой трансляции, мы на моей странице выложим план-график по ямочному ремонту на текущий год и план-график работ по дворовым территориям и план-график работ по безопасным качественным дорогам. Также у нас планируется проведение по ямочному ремонту силами управ. Это внутриквартальные проезды и дворовые территории. Там порядка 5000 квадратных метров тоже. Помимо этого мы будем ремонтировать тротуары. Порядка 4500 квадратных метров тротуаров тоже будет отремонтировано. Большая работа также будет проводиться по фасадам. Вы, наверное, уже видите, в городе много фасадов уже находятся под строительными лесами. 28 фасадов многоквартирных домов и 7 административных зданий. Это то, что будет отремонтировано силами города. Помимо этого, собственники многих зданий сами приводят в соответствие свои фасады. В первую очередь, это фасады, которые находятся на гостевых маршрутах и на объектах, рядом с объектами проведения игр Дети Азии. Это тоже большой объем работ. Конечно, он проходит в очень короткие сроки, все должно быть завершено до середины июня. Однако мы сейчас встречаем ряд сложностей, в первую очередь связанные с ремонтом первых этажей, где у нас находятся объекты бизнеса. Здесь я еще раз призываю всех сторонников, собственников, предпринимателей отнестись с пониманием, то, что и обеспечить проведение ремонтных работ, дать нам доступ для того, чтобы мы могли успеть в эти очень короткие сроки завершить все эти работы. По подготовке к Детям Азии у нас также запланирована большая работа по общественным пространствам.
Мы будем проводить работы по приведению в порядок скверов, площадей, памятников. У нас запланированы работы по озеленению. Значит, у нас в городе Якутске будет большая работа также проведена по материально-техническому оснащению, обновлению. Это баннеры, это урны, это биотуалеты, это скамейки, это все, что связано с улично-дорожной сетью. Мы уже сегодня начали в центральной части города менять после зимы урны и скамейки. У нас также запланировано привлечение студенческих отрядов. Будет привлечено 140 человек, которые будут работать по линии студенческих отрядов в округах города. И начнут они работу свою с конца мая и будут работать до начала Игр Дети Азии. Значит, мы привлечем их к проведению мелких строительных работ, покраска, очистка территорий и по озеленению. Вот большая работа планируется силами студотрядов в озеленении. Также у нас в этом году будет продолжена программа по дворовым территориям. Здесь надо сказать, что мы благодаря проведенному трехлетию благоустройства в городе Якутске смогли за 3 года сделать рекордные 128 дворовых территорий. Но мы продолжим, тем не менее, работы по дворовым территориям уже в рамках реализации поручений президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по мастер-плану города Якутска. Итак, для того, чтобы темпы работ не снижать, мы в этом году проводим благоустройство на 19 дворовых территориях. Сейчас зачитаю их. Чернышевского, дом 22/1, 22/2, Оржакова, дом 16, Кулаковского, дом 4/3, Кузьмина, 14, Кузьмина, 10, Можайского, 17/8, Можайского, 17/4, Дзержинского, 45/1, 45/2, Кирова, 7/3, 7/4, Ленина, 11, Ленина, 38, Бестужева, Марлинского, 22, Калица, 7/1 и 9/1. Всего 19 адресов в этом году, значит, подлежат капитальному ремонту. Всех, кто желает, призываю принимать участие, проводить общие собрания жильцов, заполняйте все свои данные и вносите через территориальный орган управления в заявку для того, чтобы мы включили ваш двор в программу ремонта уже следующего года. Мы также в этом году планируем большую работу по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Значит, в целом надо сказать, что благодаря этому национальному проекту, инициированному президентом страны, за 5 лет в городе Якутске проведен ремонт на 164 километрах дорог, это 137 объектов. В этом году мы тоже продолжаем работать в тех же темпах. На этот год запланировано проведение работ почти на 43 километрах дорог. Мы в этом году из них по национальному проекту мы работаем на 19 объектах, которые дают суммарно 31 километр, они вводные текущего года. Также у нас в резерве находятся объекты с километражом почти 4 километра. Значит, мы по 19 улицам сейчас все перечитывать не буду, и мы их внесем сюда на данную страницу, чтобы можно было увидеть. Также мы будем проводить работы по безопасным качественным дорогам в рамках объектов, которые будут вводиться в следующем году, переходящие объекты. Например, это Большая улица, 50 лет Советской Армии. Как только у нас будет проектирование, мы перейдем к вопросу с прохождением экспертизы и в дальнейшем приступим уже к строительно-монтажным работам. По, значит, гарантийным обязательствам, которые возникли по БКД, в целом надо отметить следующее. Мы ведем следующую работу. Вот, недавно я встречался с ОНФ, Общероссийским народным фронтом. Они в рамках своей деятельности тоже ведут неустанный контроль. Мы пригласили ОНФ, значит, для того, чтобы они принимали участие на совместных выездах. Как это работает? Мы проводим 2 раза в полугодие, по 2 раза выезжаем на все объекты по дорогам, которые находятся у нас на гарантии. Это касается всех объектов. Напомню, что по национальному проекту все доработки, которые проведены, минимум 4 года гарантийный срок на верхний слой асфальта. Далее, ниже, становится все дольше.
Поэтому мы уже с 22 апреля начали объезд всех объектов, которые подлежат контролю по гарантийным обязательствам. Например, в 2023 году по итогам выездов было сделано 364 пункта, отмечено, на которые были направлены уведомления для подрядчиков для исправления. В 2022 году аналогично мы сделали 797 пунктов гарантийных случаев. Значит, в ходе строительных работ 2023 года мы направили 31 претензионное письмо, значит, с необходимостью устранения и удержания с подрядчиков штрафных санкций. На текущий год мы с 22 апреля текущего года уже выехали на инспектирование. Сейчас обследовано будет 105 объектов, которые, значит, у нас подлежат гарантии. На данный момент у нас остались 6 объектов по 2019 году, 18 объектов ведется по 2020 году осмотр, на 36 объектах 2021 года, на 28 объектах 2022 года мы сейчас ведем осмотр, и на 17 объектах 2023 года ведем сегодня осмотр объектов. И напомню, что у нас в данном вопросе принимает участие также Всероссийский народный фронт. Плюс к этому мы также ведем сейчас вопрос гарантийного осмотра всех дворовых территорий, которые были проведены ремонтные работы. Здесь тоже с нами принимает участие Общероссийский народный фронт, призывая жителей тоже, когда приедут к вам во двор комиссии, выходите, показывайте, какие гарантийные обязательства. Однако здесь тоже надо понимать, что очень важно, чтобы управляющие компании вовремя проводили все необходимые работы по правильному эксплуатационному сопровождению всех этих объектов. Мы на данный момент по проспекту Ленина, хотелось бы отметить то, что с 15 апреля тоже ведется работа по, значит, осмотру объекта. На текущий момент зафиксировали 29 признаков гарантийных случаев обязательств. По ним у нас это трещины, просадки полотна проезжей части, части тротуаров, велодорожек. Ну и, значит, далее сейчас уже полностью оттайка прошла, пойдем по зеленым насаждениям, и тоже все будет предъявлено для гарантийных исправлений. В целом хочу отметить то, что мы по гарантийным обязательствам всех наших подрядчиков десятки тысяч квадратных метров асфальта заставили переложить, и десятки тысяч метров плитки заставили переложить в рамках гарантийных обязательств. Это все за счет подрядчиков. Поэтому в целом у нас из года в год качество улучшается, потому что подрядчики понимают. Ну вот для цифр, посмотрите, еще раз напомню. 2022 год было 797 пунктов гарантийных обязательств. В прошлом году уже было 364 пункта, в 2 раза меньше. То есть подрядчики понимают, что в любом случае все гарантийные обязательства мы будем предъявлять для их устранения. Ну и здесь, конечно, большая благодарность всем горожанам, активным пользователям социальных сетей, кто видит, фиксирует это дело. Оно, конечно, все остается в информационном поле и обязательно подлежит контролю со стороны органа местного самоуправления и заказчика. Следующий вопрос касаемо дорог — это восстановление улично-дорожной сети после проведения и прокладки сетей ресурсно-снабжающими организациями. Тоже одна большая, значит, сложная работа здесь. Хотя хочется отметить то, что у нас сейчас прошла оттайка, и мы видим то, что после зимы в многих местах у нас образовались провалы, не до конца убранный мусор, там, где были проложены сети газоснабжения, либо сети водоснабжения, канализации, либо работали электрики. У нас со всеми ресурсно-снабжающими организациями мы с прошлого года ведем следующую работу. В прошлом году мы составили форму договора, по которой теперь любой, кто получает ордер на проведение работ, берет на себя гарантийные обязательства восстановления верхних слоев улично-дорожной сети. Поэтому сегодня мы со всех подрядчиков требуем исполнения этого договора. Точнее, не подрядчиков, а ресурсников, прошу прощения. У нас сегодня уже по всем выездам мы зафиксировали, где у нас необходимо привести в соответствие. К сожалению, таких адресов пока хватает. Значит, это особенно касается сетей газоснабжения, значит, и работы водоканала. По всем установлены сроки до 15-20 мая привести в соответствие по мере подсыхания
Значит, и также после оттайки и просадки будут проводиться работы по приведению в соответствие. Здесь больше всего вопросов, конечно, поступает по улице Чернышевского. Я напомню, что по улице Чернышевского у нас асфальтирование будет проводиться в августе месяце, когда пройдет и полностью оттайка и уляжется грунт. В тех местах, где у нас в прошлом году прошло асфальтирование, есть просадки в районе колодцев, люков, мы будем тоже в рамках работы с водоканалом проводить работу по переукладке этого асфальта. В целом хочу напомнить то, что улица Чернышевского у нас по плану будет расширяться до 4 полос. То есть тот асфальт, который сейчас уложен, это не был капитальный ремонт улицы, это была проведена необходимая работа по укладке 3-го канализационного коллектора, который был так жизненно необходим нашему городу, чтобы дальше развиваться в южном направлении. Значит, поступали также вопросы, большое количество по Центральному парку культуры и отдыха. Значит, мы в конце апреля месяца закрыли его для посещения горожан. Приношу свои извинения от горожан, что за эти неудобства, но мы до 30 мая, до конца мая проведем работу по центральной аллее. Порядка 13 тысяч метров квадратных будет уложено нового асфальтового покрытия. Как вы все помните, оно было в очень ненадлежащем состоянии. Будут переложены бордюры, будет заменена опора освещения, будут новые скамейки, урны, значит, и новая центральная аллея, в принципе, будет сделана. Также у нас будут сделаны тротуарно-тропиночные сети. Это все будет сделано до 30 мая. Также мы сейчас ведем работу по входной аллее. Если вы заметили, также ведется работа еще на Комсомольской площади. Поэтому мы к 30 мая проведем этот большой комплекс работ. В целом по парку мы, конечно, готовимся к нашей большой инициативе, которая включена в мастер-план по реновации всего парка в целом со строительством на территории парка круглогодичного аквапарка. Здесь хотелось сказать, что мы к площади 111 гектар парка присоединяем еще 17 гектар, то есть увеличиваем площадь парка, увеличиваем площадь зеленых насаждений за счет рекультивации. Ни одно дерево не будет сноситься для строительства нового объекта. Вот сейчас в социальных сетях просто многие писали, кто не в курсе, что там будет что-то рубить, ничего такого не будет. Ни одно дерево в парке рубиться не будет. Наоборот, будет почти 6 гектаров новых насаждений сделано. Сам парк будет построен на месте бывшего снежного полигона аквапарк. Значит, и это позволит сделать в нашем парке построить самый северный на планете аквапарк. По подготовке озеленения. Значит, у нас с прошлого года в нашей команде в окружной администрации появился профессиональный озеленитель, главный дендролог. Это главный по озеленению в городе Якутске советник. Он курирует все вопросы озеленения. В целом, благодаря этой работе мы уже применяем новые подходы. В этом году мы на озеленение запланировали почти 53 миллиона рублей. Большая работа будет проведена на улице Ильминская и на улице Пирогова. Мы высадим в общей сложности более 1600 кустарников, многолетних цветов. Будет проведено почти 26 на 26 тысяч квадратных, на 2600 квадратных метрах газонирования. Работы с 13 мая начнутся, ждем пока оттает верхний слой. Значит, и эти работы тоже будут проводиться уже с новыми подходами. Мы в этом году планируем порядка 1,5 миллиона цветов высадить. Значит, планируем в этом году провести также благоустройство круговых развязок. У нас 2 круговые развязки. Это окружное шоссе Хатынурякская, улица Жарницкого. До 15 июня будет установлена композиция Каталыктар Стерхи. Значит, на кольцевой Вилюйский тракт, окружное шоссе, будет установлена композиция Кюнкамишкалляхарсхаллар. Это у нас Серге, Табык, Üskut и Хомус. Они уже в работе, и до 15 июня все эти въезды будут благоустроены. Но это мы въезды в город будем благоустраивать в таком национальном стиле для придания колорита городу. Всего, значит, на озеленение, помимо этого, по линии СГХ у нас будут работать городские управы. Значит, у нас запланированы работы
повторюсь, что порядка 1,5 миллиона цветов и 10 тысяч деревьев насаждений. В этом году мы применяем новые подходы благодаря участию, значит, садовника, а также мы уже ведем работы с ботаническим садом Академии наук по разработке нашего регионального стандарта по озеленению. Грубо говоря, чтобы появился новый ГОСТ, на основании которого мы будем его вшивать в правила благоустройства для того, чтобы обеспечивать единый стандарт для озеленения для всех, для застройщиков многоквартирных домов, торговых центров, школ, детских садов, обеспечения ремонта дорожных работ, чтобы был единый стандарт под наши условия грунта, наши климатические условия. Эту работу мы уже начали. По общественным пространствам хотел бы, значит, поблагодарить всех горожан, кто активно принял участие в недавнем голосовании, которое было завершено 30 апреля по формированию объектов по линии современной городской среды. Приняло участие более 52 тысяч участников. Это рекордный показатель для нашего города. Предварительно сейчас победителем является с голосами более 22 тысяч это место Этексирь, которое находится в Новопортовском квартале за Парком Победы. Второе место занял проект благоустройства сквера имени Юрия Алексеевича Гагарина, более 18 тысяч голосов. Значит, и сейчас все голоса мы отправили в Минстрой России для верификации и проверки. Хочу поблагодарить всех, кто принял участие. Напомню, что по такому же проекту мы начали благоустройство нашего озера Сайсары, привлекли порядка 48 миллионов на эти цели. Значит, эти работы были выполнены в 2023 году. Сегодня в рамках реализации мастер-плана города Якутска мы ведем оставшиеся работы по оставшейся части. Из них первая вводная часть по прилегающей территории к озеру Триумф, к спортивному комплексу Триумф будет введена до игр Дети Азии. Остальная часть до конца строительного сезона. Также в рамках реализации данной программы мы в этом году проведем работы по обустройству сквера имени Героя Советского Союза Попова. Значит, она будет проведена до конца сентября. Также у нас сегодня ведется в рамках развития города Якутска и мастер-плана работа по благоустройству набережной Романа Михайловича Дмитриева. Первый объект, первый вводной участок этого объекта, это городской пляж, будет введен до игр Дети Азии с охватом территории городского пляжа. Например, на городском пляже в рамках этого благоустройства мы сделаем новые вышки спасателей, поставим душевые зоны для ног и для всего тела, чтобы помыться после купания. И также оборудуем амфитеатром спуск в воду. У нас в целом по подготовке к 9 мая. Значит, у нас День Победы традиционно пройдет в городе Якутске, начиная с 6 мая. Мы на 6 мая запланируем, значит, в городе Якутске крестный ход от города Якутского Преображенского кафедрального собора до часовни на площади Победы. Значит, у нас также 6 мая пройдут во дворах, где проживают герои, участники Великой Отечественной войны. Поем акции «Поем всем дором». Таких у нас участников Великой Отечественной войны на данный момент в городе Якутске 11 человек. В каждом дворе традиционно будем чтить наших героев, будем петь песни военных лет. Значит, у нас 7 мая пройдет торжественное возложение цветов к памятнику якутскому снайперу и мемориальному комплексу солдат Туймады. Значит, пройдут уроки мужества. Значит, у нас пройдет всероссийская патриотическая акция «Свеча Победы» на площади Победы в 8 часов вечера. 8 мая у нас пройдет возложение цветов к стеле в Парке Победы. Значит, поднятие знамени Победы пойдет на площади Победы. 9 мая мы поклонимся, значит, великим тем годам. Торжественная церемония возложения цветов пройдет к монументу воинам-победителям, посвященная 79-й годовщине Победы. Пройдет торжественный митинг и пройдет военно-патриотический парад с участием якутского гарнизона,
служащих правоохранительных органов, подразделений структур военно-патриотических клубов и воспитанников Якутской кадетской школы, учащихся средних общеобразовательных школ города Якутска. Пройдет традиционно Осохой, значит, пройдут все концертные программы, за исключением салюта. Салюта в этом году не будет. Мы в рамках принимаемых решений в других регионах и городах, значит, не проводим акцию «Бессмертный полк». Очно она будет в онлайн формате на сайте акции. И также отменен в городе Якутске праздничный салют. Сегодня мы начали доставку продуктовых наборов всем участникам, семьям участников специальной военной операции. Это наша традиционная работа. Мы в год по несколько раз заходим в каждую дверь для того, чтобы посмотреть, как себя чувствуют семьи наших героев, участников специальной военной операции. Доставляем продуктовые наборы, по осени доставляем свежие овощи и новогодние подарки к 8 марта. Ну и в целом с каждой семьей мы находимся в контакте. Поэтому в этом году мы уже эту работу начали, и до 9 мая работниками всех территориальных управлений, муниципальных предприятий, с помощью также депутатов Якутской городской думы, всех работников администрации, мы доставим до каждой семьи продуктовые наборы в честь 9 мая. Давайте, я кратко закончил, сейчас готов отвечать на вопросы. Кстати, так, еще со 2 мая, сегодняшнего дня, я напомню, что мы в городе Якутске ввели запрет на передвижение крупнотоннажной техники. Это, то есть самосвалы, перегруженные самосвалы. Здесь в свете этого хотелось бы обозначить вопрос, что у нас такими перегруженной техникой у нас разбиваются дороги, которые не предназначены для движения крупнотоннажной техники. Например, в негодность пришел уже Старопокровский тракт, по которому идет перегруженная техника. Сегодня поступает множество сигналов от улицы Сот-Птицевод. Значит, у нас в этом году мы в этом направлении будем также проводить работы по Ивана Крафта, которая также может быть перегружена крупнотоннажной техникой. Поэтому мы эту работу сейчас должны провести совместно с МУГАДом и ГИБДД для того, чтобы привлекать к ответственности всех нарушителей. Иначе у нас, какой ремонт не проводи, перегруженная техника будет ломать весь асфальт. Поступил вопрос также по земельным участкам для многодетных семей. По многодетным семьям, значит, мы на данный момент 2 мероприятия. В целом, с прошлого года идет работа в дополнение к выдаче земельным участкам по денежной компенсации. Как показала практика, многим семьям не нужны земельные участки ввиду того, что вопрос уже не актуален, либо они живут в других регионах. Такой мерой воспользовались в прошлом году 644 заявителя. Эта мера также продолжается в этом году. По 200 тысяч рублей можно получить взамен земельного участка, если нет такой необходимости. По земельному участку сейчас у нас в очереди более 8 тысяч человек. Мы подготовили сейчас работы, проведены по получению с федеральной собственности в городскую собственность земельных участков почти на 3000 штук. Наша задача сейчас по этим земельным участкам совместно с правительством республики запланировать работы по проведению дорог, газа и освещения. Значит, эти работы были обозначены на прошлом заседании Илтумена, значит, и совместно с правительством республики мы планируем эти работы провести в течение ближайших 3 лет. Значит, и тогда будет это 3000 земельных участков роздано. Я думаю, к этой раздаче мы начнем уже планово подходить к этому году. Далее у нас необходимо продолжить работу по получению дополнительных земельных участков с федеральной собственности, так как эти земельные участки находятся на Вилюйском тракте, на Маганском тракте и на Мцирском тракте. По сути дела, это все земли лесного фонда, и мы должны их перевести в муниципальную собственность. Первый опыт есть, этот масштабный, поэтому только таким путем. И по нему мы идем, да, это долгий процесс, но другого варианта нету. Поступил вопрос по сносу и расселению ветхого аварийного жилья. Какие перспективы, когда будут новая программа? Здесь отмечу следующее. На данный момент мы на территории города Якутска почти 99% всех деревянных домов признали аварийными. У нас несколько десятков домов осталось.
В целом по городу Якутску более 1200 деревянных домов. Соответственно, весь этот объем необходимо переселять. Благодаря решению Владимира Владимировича Путина в прошлом году, который он принял в сентябре месяце, 5 сентября, он поставил задачу все жилье, которое мы признали аварийным до 1 сентября 2023 года, расселить к 2030 году. Таких домов попало 978 штук. То есть 978 домов должны быть расселены до 2030 года. Исходя из этого, мы сегодня провели работу совместно с правительством республики, сформировали календарный план переселения, дорожную карту, грубо говоря, когда какой дом, в зависимости от признания в аварийном, в зависимости от решения суда или решения КЧС, когда он должен быть переселен. Этот список мы отправили в федеральное министерство для того, чтобы согласовать его, поскольку ответственным исполнителем является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Как только он будет утвержден, мы ознакомим вас, когда и какой дом будет в какие сроки переселен. Параллельно с этим у нас ведется работа сейчас по направлению комплексного развития территорий и договоров развития застроенных территорий. То есть мы переселяем за счет включения территорий под комплексную застройку с условием того, что застройщик построит дом и переселит в него в часть квартир дома, которые рядом стоят и которые необходимо снести. Весь список домов, которые подлежат сносу в рамках программы переселения, в рамках ДРЗТ и КРТ, можно найти на сайте Департамента жилищных отношений. Он там регулярно обновляется.